Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Дбарҭҟалеишьҭи мызла изышьҭаз ауаамҭа кьаҿк иалагӡаны рыԥшаара алыршахеит. Абас иҟан раԥхьатәи азҵаара уи аныԥшуан аминистрра аусура аҽеиҭанакыз. Это не совпадение, это в первую очередь работа оперативного состава МВД и СГБ. Мы совместно проводили данные операции, то есть устанавливались, где находятся лица, у кого они могут находиться, кто им помогает, и, соответственно, потом происходили задержания, которые нам всем известны. На первом задержании, конечно, было оказано сопротивление сотрудникам органов правопорядка, на втором задержании человек сам сдался, то есть был оцеплен дом, окружен, было предложено сдаться, то есть добровольно он сдался. Арҩашьыгатә маҭәашьарақәа рыларҵәара аганахьалагьы азҵаара иҭан аминистр. Дмитри Дбар иазгәеиҭеит қәнагала аусуразы техникала ишеиқәыршәатәу аусбарҭа. Ари аганахьала аиҵахарақәа ҳамоуп, иҳәеит аминистр. Но с открытием границы мы надеемся на то, что Российская Федерация нам поможет в данном вопросе. И если нам будет оказана техническая поддержка, то я уверен, что мы спустим на самый минимальный уровень продажи наркотиков в Республике Абхазия. Как происходит сейчас в данный момент? Завозится крупная партия наркотических средств, и потом в виде закладок их раскладывают. Они пользуются только геолокацией, то есть чтобы показать, кто покупает человеку, где данный наркотик лежит. И мы не имеем нужного оснащения, чтобы пока, к сожалению, бороться с ними. Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрраҿы акарантин аамҭазы аусутәы еиҳагьы ирацәахеит. Ирыцлеит ацәгьаурақәа. Аҟәа ақалақь аҿы аӷьычрақәа жәба аҭыԥ рыман. Урҭ рахьтә ԥшьба азинхьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа раартра рылшеит. Убийство с покушением на убийство у нас было раскрыто 2. Похищение граждан не имело места. Тяжкие телесные повреждения 3 преступления, раскрыто 2. Разбойные нападения 2, раскрыто 1. Незаконное ношение, хранение огнестрельного оружия 16 случаев, раскрыто 13. Незаконный оборот наркотиков 11 случаев, раскрыто 11. Апресс-конференциаҿы ишьҭыхын абџьар атемагьы. Уи азы астатистика ааго Дмитри Дбар иҳәеит, хәышықәса ирылагӡаны абџьар аныҟәгара азин шрыҭаз ҩнызқьҩык инарыцны. Ариаҟара ауааԥсыра азин рыҭара ганкахьалагьы ҳтәылазы ишәарҭоуп, иҳәеит аминистр. В данный момент разрешительная система наша опечатана, приводится в соответствие, поднимаются все документы, разрабатывается новое положение, где мы строго будем следить за тем, кто получает и кто планирует получать разрешение на хранение оружия, и тем более на ношение. Мы хотим спустить до минимума это, потому что мы видим, приходя в любое заведение даже страны, что открыто люди носят пистолеты, открыто сидят, и из 100 человек сидят 80, грубо говоря, с оружием. Сейчас изъято немного, 17 единиц оружия, люди все положили дома его. Но мы подождем. Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Ардынба ҩнаганахь ахысра аҵыхәала ажурналистцәа имаҷымкәа азҵаарақәа рызцәырҵит. Иахьатәи аамҭазы уи азы аӡәыр даанкылома, ихысуаз рыхьыӡқәа знымзар зны иҳәахома ҳәа азҵаара ҭиин. Выезжала оперативная следственная группа на данное место, на данный объект. Никто не дал никаких показаний, никто не дал никаких объяснений тому, что там произошло. Оперативным путем те лица, которые нам были известны, которые там находились, с нами были задержаны, они водворены в ВВС. Реакция была МВД в ту же минуту, мы приехали туда на место, но естественно что это недопустимая вещь, что там происходило, но и в то же время хочу сказать что дом первого президента должен быть музеем, а не для кого-то, чтобы там он мог скрываться. И мы, исходя из своей совести и большим уважением к первому президенту, не можем даже близко подойти туда. Вот это я говорю открыто. Это музей наш, а не место, где должны скрываться преступники. Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр иҭан хыԥхьаӡара рацәала азҵаарақәа. Урҭ зегьы ажурналистцәа реиԥш ажәларгьы ргәы иҵхо зҵаарақәан. Рҭакқәагьы ҟаҵан, акгьы мҵәахыкәа, иахьатәи аҭагылазаашьа рныԥшуа. Налач Хинџьиреиԥҳа, Степан Мартиросиан, Аԥсуа телехәаԥшра.